Добрый вечер, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня у нас погода хорошая, на улице морозно. Кирилл делает уроки, младшенький в школе. Вот я решила вам показать, как готовится закваска на хмелю. Конечно, закваску мы делаем и завариваем опару хмельной закваской, если кому-то неоткуда достать. Если кому-то неоткуда достать хмельную закваску, мы будем сегодня делать или сухими дрожжами, или прессованными дрожжами на первый раз. А потом, когда у нас вот эта закваска закончится, которую мы сделаем, оставляем пол-литра. В следующий раз мы будем заваривать уже с этой закваской, которую мы сегодня будем готовить. Многие способы есть, конечно, закваски делать, но я знаю только два варианта. Вот этот вариант и первый вариант, который я вам показала с картошкой. Но мне кажется, для всех, кто работает, кто дома не сидит, закваска вот эта вторая наша подойдет. Я и так готовлю, и сяк готовлю. Но когда я готовлю, я, конечно, закваску, если у меня даже закончится, беру у соседей или у кого-нибудь. Или сама кому-то одалживаю. Вот так у нас по очереди. Туда-сюда закваски ходят. Помните, в одном влоге я вам показала, как готовить закваску на хмелю. Да, тяжело готовить, не у всех получается. Пишет кто-то, что получается, кто-то пишет, не получается. Да, сложно это все. Это на тот случай, первоначально, как надо делать закваску. Это тяжелый способ. А сейчас я хочу вам показать, как можно быстро за сутки сделать закваску на хмелю. Для этого берем 4-5 литров воды и вскипятим. У меня вода закипела. Вот у меня хмель. Я помыла, и вся вода стекла. Вот эти цветы от хмеля я кладу в воду и буду кипятить в течение 2 часов. Сейчас закипит. Можно брать стебелями, а у меня одни цветы. Мне одна женщина дала. Вот столько. Берем где-то вот так, гроздь. Вот столько. Ой, друшлаг кладем, и стечет вода. Тут и семена есть. Кто-то мне в комментариях написала, а семена куда деть, с семенами что делать. Кто-то пишет мне, что варила вода горькая. Да, вода горькая будет. Но закваска на хлебе не горчит. Просто закваска горькая. У меня вот здесь самая маленькая комфорка. Чуть-чуть прикрываю вот так. И будет у меня томиться пару часов. Меня, конечно, очень радует, что кто-то хочет печь свой хлеб. Это очень вкусно. И вы научитесь. Просто не надо лениться. Может первый раз не получаться. Не надо падать духом. Или второй, или третий раз. Все равно получится. Если будете свой хлеб печь, вы магазинный и покупать не будете. Я вам даю гарантию. Теперь ждем. Дела свои делаем дальше. А я буду на комментарии отвечать. Время от времени буду заглядывать. Через 2 часа сейчас приготовим муку. Если у кого-то есть прессованные дрожжи, мы туда кладем первый раз прессованные дрожжи. Если нет, то сухих дрожжей положим. Второй способ у нас. Если вы сейчас сделаете закваску, у вас все получится. В следующий раз, когда закваску хотите делать, также кипятите хмель, а закваску кладете ту закваску, которую вот сейчас делаем. Уже не надо ни сухих дрожжей, ни прессованных дрожжей. Вот время от времени вот так будем готовить. Если не сможете где-то недели, 10 дней печь хлеб, вы возьмете чайную ложку сахара, кладите в банку, где закваска, помешайте и обратно в холодильник положите. Обновится. Но если месяцами будет так, постоянно месяцами нельзя кормить. Недельку-две можно. Закваску, которую сделаем мы сейчас, я сделаю где-то около 3-литровой банки, наверное, будет у меня. Это у меня хватит на месяц. Каждый месяц буду обновлять. Если у вас закваска стоит, вы можете поделиться с кем-то и потом оставить себе закваску. Когда делаете закваску свежую, чтобы вот эту закваску... Вы меня, надеюсь, поняли. У меня дрожжи вот такие. Вот они. Я кладу таких. У меня 2 часа вода кипела. Теперь процеживаем.
Вода очень горькая. Сюда я клала немножко муки, но где-то стакан, чуть больше может быть. И этим крутым кипятком мы завариваем муку. Мы с вами заварили муку. Вот до такого состояния. И сейчас я вынесу на улицу остывать. Если вы в городе живете, у вас, наверное, есть балкон. Остудим, ну, где-то как парное молоко или чуть больше, потеплее. Градусов, наверное, 40 тепла. Сейчас мы будем готовить ускоренную закваску. Здесь у меня прессованные дрожжи 20 грамм. Кладу я сюда столовые ложки сахарного песка. Все это перемешиваю. И вливаю сюда теплой воды. Дрожжи растворяются. Ну вот и все. И пусть поднимается. Поставлю я чуть теплое место. У нас градусов 40, наверное, тепла. И дрожжи поднялись. Дрожжи прессованные. Сейчас все сюда вливаем. Хорошенько все перемешиваем. Плотно закрываем. И ставим в теплое место. Завтра утром посмотрим, что будет с нашей закваской. Всем спокойной ночи. Пока-пока. До утра. Доброе утро, уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Вот и утро настало. Что мы вчера готовили, посмотрим сегодня утром наш результат, нашу закваску. Вот наша закваска. Пахнет кислым. Пробуем. Отличные дрожжи. Закваска наша готова. Сейчас эту всю банку переливаем. Закрываем крышкой и убираем в холодильник. Вот и все. Самый легкий способ нашей закваски готово. Когда вот это все мы используем, вставляем пол-литра закваски. Также варим хмель, завариваем мукой, остывает, и мы с вами также заквасим. Теперь мы, когда в следующий раз будем варить хмель, мы уже не будем сухие или прессованные дрожжи. Мы уже будем вот с этой закваской работать. Нам уже сухие или прессованные дрожжи не нужны. Кому видео понравилось, поставьте лайк. Кому не понравилось, можете поставить дизлайк. Я не обижаюсь. Кто не подписался, можете подписаться и нажать на колокольчик. Всем пока-пока, до следующих встреч. Где на работу собираются, наверное, счастливо вам отработать, а кто дома сидит, наслаждайтесь жизнью. Пока-пока. Всем здоровья и удачи.